20 января 1921 года Терская область, в состав которой входила и Ингушетия, была преобразована в Горскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Уже через 3 года, 7 июля 1924 года, Горскую ССР ликвидировали. И на ее территории были созданы Североосетинская, Чеченская и Ингушская автономные области, Сунжинский казачий округ и город Владикавказ как самостоятельная единица. Таким образом, получилось, что в 1924 году в составе Горской республики осталось 3 единицы. Северная Осетия, Ингушетия и Сунжинский округ. 3 единицы. Поэтому и родилось такое предложение, чтобы все-таки предоставить им возможность самим развиваться, а не в составе Горской республики, а напрямую подчинение иметь как Российской Федерации. И много было обращений, много было такого порядка явлений, когда уже подчеркивали приехавшие с Москвы в то время Орджоникидзе и Киров, выясняли, что как и Микоян в первую очередь был там с ними. И получилось так, что когда где-то уже в начале 1924 года на Назране провели совещание, и Орджоникидзе напрямую спросил ингушей: как вы хотите развиваться? Мы хотим в составе округа, отдельного округа, не в составе Горской. И таким образом было решено, что пойти навстречу волеизлиянию, такому выраженному ярко, и образовать Ингушскую автономную область в составе Российской Федерации. Ингуши, несомненно, заслужили свою государственность, преданность Отечеству, честность и желание развиваться и идти по пути созидания были отличительными качествами нашего народа. Политолог Якуб Патиев уверен, что 7 июля 1924 года, дата, которая определила судьбу целой нации, именно тогда положено начало развития ингушей. Действительно была великая радость для народа. Об этом говорит и тот факт, что 10 августа того же года в селении Базоркино состоялся митинг трудящихся, митинг всего населения Ингушской автономной области, который с такой радостью принял образование Ингушской автономной области. Туда были приглашены гости со всех округов, бывших округов областей. Это в том числе Чечни, с Осетии, Кабарды, Балкарии, с Москвы, с Ростова. Очень много было гостей. Выступил на этом митинге Идрис Зядиков, уже будучи в качестве первого секретаря обкома партии Ингушской автономной области. Выступил и Налук Мальсагов. Было много выступающих. И было отмечено, что в этот день даже был такой интересный факт, что многие люди, которые вели преступный образ жизни, пришли на митинг и публично объявили о том, что они прекращают свою противоправную деятельность и будут работать как честные граждане. Это очень был порыв такой, потому что это не было организовано, не было их ни под дулом, они просто поняли, что надо жить по-другому. И, кстати, отмечалось, до этого отмечалось, что вот существование народа в системе или имея свою государственность, оно намного больше сплачивает людей, больше получает пользы, и созидательная часть государственности, она пополняется. То же самое мы и сегодня говорим о нашей республике. Все-таки образование республики помогло во многом просто-напросто самоорганизоваться, просто-напросто подняться сознание национальное. Это все очень сказывается положительно. Автономная область тогда имела огромное значение. Перед ингушами были открыты новые дороги развития. Именно тогда получила свое развитие образование и культура. Помогло во многом не только социально-экономическое развитие территории уже, но и помогло в становлении политической элиты, помогло в подъеме национального самосознания, появились учреждения образования, культуры, науки. Во многом это, конечно, сказывалось на то, что люди почувствовали, что они строят для себя. В 1934 году Ингушетию и Чечню объединили в Чечено-Ингушскую ССР. Административные центры, структурные органы и культурные объекты были сосредоточены в Грозном. Ингушетия же становится преимущественно аграрным районом, объединенной республикой. По сути, не имея ни статуса, ни экономики, на всенародном референдуме 1991 года подавляющим большинством ингуши проголосовали за сохранение статуса российского региона. Мечта целого народа стать самостоятельной единицей государства сбылась через год. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. В День
государственности Ингушетии многих больше ассоциируется с этой датой – 4 июня 1992 года, когда на карте России появился новый отдельный регион в составе страны. Ингушская государственность вновь была возрождена. Сегодня Ингушетия – динамично развивающийся регион, который, оберегая прошлое, уверенно идет в будущее. Лина Сычоева, Магомед Белакиев. Новости 24.